И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Все силы на уничтожение вредителей. Экологи о методах борьбы с мраморным клопом. Актуальный репортаж программы. Драме победителя. Специальный приз. Итоги открытого фестиваля документального кино «Россия». Краски осени 2017. Международный арт-пленэр в АГУ. Мраморный клоп готовится к зимовке. Понижение температуры вынуждает полчища этих насекомых перемещаться в жилище в поисках тепла. Именно сейчас и появляется шанс, если не избавиться полностью, то хотя бы в разы уменьшить их количество в будущем году. Как это сделать, говорят экологи. Репортаж Нисфаршба. 15 градусов для мраморного клопа уже неуютная температура. Это теплолюбивое насекомое из Юго-Восточной Азии может жить, развиваться и наносить вред только при тепле. А у нас за окном середина осени. Недавнее понижение температуры, обильные дожди вынудили клопа искать сухое теплое место, где он сможет перезимовать. И насекомые целыми стаями стали проникать в дома. Они ищут любую щель, через которую смогут попасть внутрь помещения. Им некомфортно находиться в природной естественной среде. Они не выживают в условиях наших зимы, пусть даже не очень холодной, в влажных местах, где попадает там дождь или же очень влажная почва, подстилка лесная. Они избегают этих мест, они ищут сухие, теплые места. Именно по этой причине они собираются на окнах, на теплых стенах домов. Специалисты говорят, сейчас бороться с клопом можно и нужно. Есть несколько вариантов их уничтожения в домашних условиях. Все они просты и доступны каждому. Если они к вам забрались в дом, для этого нужно взять пылесос, открыть окна, для того, чтобы это было проветриваемое помещение, собрать их и затем уничтожить. В принципе, можно стряхнуть их в полиэтиленовый пакет и раздавить. Или же обдать кипятком. И этого будет, естественно, вполне достаточно для того, чтобы уничтожить этих насекомых. Другой способ. Можно веником собрать их в совок и точно так же или, обдать кипятком, или же просто на улице раздавить. Просто собрать насекомых в совок или пылесос и выкинуть на улицу – метод неэффективный, так как мраморный клоп вернется вновь. Важно их уничтожать. И делать это только на открытом воздухе, так как при раздавливании они испускают крайне неприятный запах. Нашествие мраморного клопа на сегодняшний день – самое серьезное бедствие в нашей стране. Ученые констатируют, за последние десятилетия такой проблемный сельскохозяйственный вредитель Абхазии не встречался. Но сейчас уже с ним бороться нет смысла. Насекомое готовится к зимовке и уходит из садов и огородов. В 2014 году, когда он появился и стал фиксироваться, не было подозрений на то, что он может приобрести такие масштабы. И сегодня уже совершенно очевидно, что какими-то простыми средствами с ним не справиться. Потребуется серьезная государственная программа борьбы с этим вредителем, причем на всех уровнях и на всех этапах его развития. И самыми эффективными способами на сегодняшний день продолжают оставаться химические методы борьбы. Но на этом этапе, в этом году, в Абхазии, проводить химические обработки нет уже никакого смысла и необходимости. Сегодня мы должны все участвовать в процессе механического уничтожения этих насекомых. Следующий этап начнется весной, после того, как закончится зимовка этого насекомого. Специалисты призывают людей к активным действиям, направленным на уничтожение мраморного клопа. Ждать, когда помощь придет именно в ваш дом, неразумно, говорят они. Сегодня это можно назвать необходимостью всенародной борьбы с этим насекомым. Это проблема не только абхазская, это проблема, которая сегодня переживает очень много стран мира, особенно находящиеся в субтропической полосе. Это касается и Америки, в том числе и Соединенных Штатов. Это и континентальная Европа со своими наиболее развитыми сельскохозяйственными территориями, такими как Франция и Италия.
Сам мраморный клоп человеку не опасен. Это растительноядное насекомое. Оно не кусается, а значит, прямого вреда человеку причинить не может. Единственное, что может помешать, это запах, на который могут по-разному реагировать аллергики. Еще немного похолодает, и клоп станет малоподвижным. А это значит, его легче будет уничтожить. И, возможно, уже на следующий год количество этого вредоносного насекомого станет меньше. Нисфаршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Абхазия стала единственной из зарубежных стран, которая удостоилась высшей награды Гран-при международной аграрной выставки «Золотая осень». Помимо этого, 5 золотых медалей за продукцию, признанные лучшего качества. Участники делегации Абхазии рассказали сегодня журналистам о своих впечатлениях от выставки и перспективах производства. Рената Шакая продолжит тему. Высочайшее качество продукции абхазских производителей, представленное в конкурсных номинациях, в очередной раз подтверждено высшими наградами. На 19-й международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» была представлена продукция 15 сельхозпроизводителей из Абхазии, производящих мед, виноводочную продукцию, аджику, минеральные напитки и лимонады. Участие, конечно, нашей республики в столь значимой агропромышленной выставке «Золотая осень» – это перспектива очень большая и серьезная. В плане того, что наша страна за последние годы, конечно, в агропромышленном секторе имеет определенные успехи. Несмотря на то, что мы говорим все время, что есть определенные природные катаклизмы и так далее, но тем не менее инициатива частная всегда она поддерживалась и руководством страны, и коль мы говорим о рыночной экономике, конечно, сегодня в первую очередь частная инициатива, она имеет предпочтение. И исходя из этих соображений, конечно, в нашей стране создаются предприятия, индивидуальные предприниматели. Лучшими из представленных в конкурсе признаны классическая аджика амца, соус асацбал из красной лучи, асацбал из зеленой лучи, абхазский натуральный каштановый мед. Компания «Дары Абхазии» зафиухуа, протертая с сахаром. Наряду с абхазской аджикой и винами подливы из лучи асацбал вполне может стать еще одним брендом Абхазии. Сегодня в Абхазии ее производят только домашним способом. Конечно, очень было приятно. В прошлом году нам дали серебро, в этом году уже золото. Наверное, мы уже к лучшему идем. Это очень радует. Не только меня, я думаю, что и для Абхазии это приятно. В этом году на выставке «Золотая осень» Абхазия сделала акцент на мед. И не ошиблась. Одна из 5 золотых наград, которые завоевала абхазская продукция, на международной агропромышленной выставке досталась абхазскому меду. Золотая медаль по меду была завоевана еще в 2011 году в Продэкспо на выставке. Вот. Сейчас вторая золотая медаль мы получили здесь. Конечно, конкуренция существует, там присутствует с Ингушетии прекрасные меда, красиво все оформлено, все сделано красиво. Башкирия, это вообще считается брендом. Алтайский мед, российский мед, Карачаево-Черкесия, Дагестан, все северные, очень большая конкуренция, но тем не менее наш мед оценили высоко. В селе Кындых уже построен завод по переработке и фасовке меда. При нем своя лаборатория по анализу качества продукции. Мощность производства до 400 килограммов меда в час. На первом этапе планируется произвести до 100 тонн продукции. В ближайшее время завод будет запущен. Наш мед действительно является таким высококачественным продуктом. Его нужно нам просто представить как следует, на рынок вывести. Для этого и делается все возможное в Абхазии. На сегодняшний день мы готовимся довести до конца строительство медового комбината, где будет производиться прием, чистка и фасовка меда, и она уже в готовом виде будет предложена покупателям. Хочу отметить, что я уже получаю заказы. Мне уже звонят, хотят нашу продукцию. Даур Тарба отметил, что успешные абхазские предприниматели нуждаются в государственной поддержке, чтобы они могли в полном объеме работать на внешний рынок. А что касается меда, то министр отметил, что после запуска лаборатории «Абхазмед» весь мед, производимый в Абхазии, будет проходить проверку, чтобы выявить недобросовестных предпринимателей. Рената Шакая, Тимур Гоухи, Абхазское телевидение.
Фильм «Владислав Ардзинба. Драма победителя» получил специальный приз фестиваля «Россия». 28-й открытый фестиваль документального кино прошел в Екатеринбурге. В рамках мероприятия, представленному на конкурс фильму «Владислав Ардзинба. Драма победителя», производство Госфильмофонда России кинокомпании «Сухумфильм» вручен специальный приз фестиваля за раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино. Режиссер и автор сценария картины Сергей Русаков, оператор Сергей Литовец, продюсеры Николай Бородачев, Кисоу Хагба. Приз вручен сопродюсеру картины с абхазской стороны Кисоу Хагба. Репортаж Налы Кови. Специальный приз фестиваля за раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино был вручен кинофильму «Владислав Ардзинба. Драма победителя» вполне заслуженно. Фильм, работа над которым длилась без малого более 1,5 лет, раскрывает не только политическую деятельность первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, но и его личную драму. Авторы картины затрагивают тонкие человеческие моменты жизни Владислава Григорьевича, которые, казалось бы, должны быть скрыты от зрителя, но их раскрытие необходимо, дабы показать масштаб человека и жертвы, которые ему пришлось принести, чтобы спасти свой народ. Полностью, чтобы Владислава открыть и раскрыть эту глубину человека, этой энергетики, это очень трудно. Но основные моменты, конечно, вот как воспринимают, да, мы же привыкли здесь, но там новый зал. Я 4 раза, каждый раз заново смотрел с залом. Для них это было просто поразительно, как они принимали фильм, как они потом обсуждали без конца. Столько вопросов задавали они меня, личного характера, вопросы, которые считаются, что боятся немножко политики. Ну, великолепно, великолепно. Этот фильм, который людей делал соучастником нашей судьбы и судьбы Владислава. Фестиваль «Россия» является главным в России форумом документального кино. В нынешнем году в его отборочную комиссию поступило 280 заявок из 44 городов и 10 стран. А к конкурсу был допущен всего 31 фильм, в том числе и фильм о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба. Сопродюсер фильма Кисоу Хагба делится впечатлениями о публике, которая высоко оценила то, как тонко был раскрыт масштаб личности Владислава Ардзинба, как прежде всего патриота с большой буквы, предводителя народа и, конечно же, ученого, и то, как важно сохранить наследие, оставленное им. Вот слово «тепло» – это самое подходящее. Успех, не успех, как они плакали, как они подходили, как они переживали, говорили, что сможете вы сохранить то, что он сделал, сможете сделать государство. Все равно же сложно. Одна граница, все знают, одна граница закрыта, другая открыта. Экономически вам трудно. Ну, посмотрим, но правда о Владиславе и правда о стране, вот судьба Владислава Григорьевича и судьба народа, они взаимосвязаны. Премьера фильма «Владислав Ардзинба. Драма победителя» состоялась в 2016 году в Музее боевой славы в день рождения Владислава Ардзинба. В этот же день, 14 мая, киноработу показали по телевизионным каналам республики. Картина включена в конкурсную программу российских и зарубежных фестивалей. На Лакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 5-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2017» открылся в Агу. Проект организован при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Об особенностях нынешнего мероприятия расскажет Алик Атрапш. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» проходит уже 5-й год подряд. В этот раз он посвящен 85-летию Абхазского государственного университета. В 5-м международном арт-пленэре принимают участие 80 человек. Это известные художники Абхазии, России, Турции, Швейцарии и Украины, а также студенты кафедры изобразительного искусства АГУ. С каждым годом география проекта увеличивается, ведь основной целью арт-пленэра является поддержка и популяризация изобразительного искусства и, конечно же, обмен опытом. Для нас очень важно ваше участие, дорогие наши гости, в работе нашего арт-пленэра. Одно то, что мы вместе, это уже говорит о многом, потому что мы с вами являемся участниками строительства духовного храма наших стран, наших народов в современных условиях. За 5 лет работы арт-пленэра мы приобрели многих друзей,
Наши преподаватели также имеют возможность участвовать в разных форумах, проводимых нашими коллегами в Российской Федерации. В этом году особенностью арт-пленэра «Краски осени Абхазии» является то, что участники проекта будут работать не только в городах, но и в селах. Планируются поездки в Лыхны, Дурипш, Члов и Бедию. На открытии арт-пленэра был продемонстрирован короткометражный фильм о целях и задачах проекта. Участники и гости арт-пленэра отмечали, что такого рода мероприятия способствуют расширению международных и межрегиональных связей. Проект – это вообще для Абхазии и для Российской Федерации. Я чувствую, что это в международном масштабе, это очень фундаментальный, своевременный и очень нужный. Такие вещи могут открывать только те, которые политически мыслят очень дальновидно, стратегии выстраивают и умеют это тактически решать все проблемы из года в год. Впереди у участников проекта целая неделя. Их ждут экскурсии по живописным местам Абхазии, мастер-классы художников и, конечно же, новые работы. Бывать у вас здесь, обмениваться какой-то информацией, вот этой вот добротой, энергией, любовью, всегда очень здорово. И наши пленеры, они направлены на то, чтобы воспитать в себе эти хорошие качества. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» завершится 17 октября. Лучшие работы художников будут представлены на отчетной выставке. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска по традиции прогноз погоды. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, возможен дождь. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До следующего эфира. Всего доброго.